Наш эфир продолжают новости из студии на открытом воздухе. Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы вам расскажем о том, что происходит в республике и за ее пределами. Наши корреспонденты поведают о мероприятиях в Якутии. И, конечно, мы покажем потрясающие кадры, снятые на открытом воздухе. В начале выпуска о позитивном тренде на экологию. Школьники Мирнинского района собрали 800 килограммов макулатуры за месяц. Акцию организовали сотрудники сферы дошкольного образования при содействии Комитета государственного экологического надзора и приурочили мероприятие к Международному дню леса. С 21 февраля по 21 марта ученики всех школ Мирнинского района собирали журналы, газеты и коробки. Теперь бумажные и картонные изделия увезут в Иркутск на вторичную переработку. В этом учебном году при школе номер 1 открылась новая муниципальная инновационная площадка «Школа в экологию». То есть она у нас молодая, мы только начали работать. И в рамках этой инновационной площадки была проведена районная акция, называется «Собери макулатуру, спаси дерево». Тем временем в Айхальском комбинате с 2020 года сотрудники подали 255 предложений в систему «Фабрика идей», 60 из которых уже реализованы. Наши коллеги узнали, почему работникам нравится «Фабрика идей» и какие инициативы она помогла воплотить в жизнь. Дома от мусора и пыли спасает пылесос, а на производстве с этой задачей справится деревянный флагшток с магнитом. Приспособление недорогое, выходит на 150 рублей. Однако пользу заметили весь комбинат. Металлическую стружку из труднодоступных мест раньше выметали веником или вручную. Мои коллеги отреагировали на мое изобретение положительно. Пользуются им. Герман Лядов – токарь. С металлической стружкой работает каждую смену. Сначала думал, его приспособление для фабрики идей слишком простое, но все-таки решился и показал наработки руководству, отправил свое предложение. В итоге и себе, и коллегам упростил уборку рабочего места. Оно позволяет фактически залазить в те углы, которые мы раньше практически не затрагивали, потому что это стесненная стружка, острая, это опасно. В данном случае это безопасно, удобно и хорошо, быстро. В Айхальском ГОКе фабрика идей прижилась. С 2020 года сотрудники подали 255 идей. От простого приспособления для сбора стружки до металлического рыхлителя на тракторную технику. Как, например, волокуша. Короб с шипами тоже придумали в Айхальском комбинате. С коллегами обсуждали, конечно, что нужно что-то придумать для быстрого взрыхления дорог в период гололеда и после выпадения осадков. Приходилось привлекать дополнительную технику, дополнительно щебень. Щебень у нас в дефиците, и спецтехнику не всегда могли привлечь. Волокушу сделали из листового металла, цепей и шарошечных долот. Понадобилось купить только металлические листы. Практически на каждой производственной площадке есть стенд и ящик для предложений «Фабрика идей». Достаточно на бумаге описать свою идею, как она поможет в производстве, какие проблемы и задачи сможет решить. Дальше идею рассмотрит экспертный совет, главные специалисты ГОКов, и примут решение. Такие идеи, да, нужны, требуются, конечно. Соответственно, должны вознаграждение. Вот люди тогда будут стараться. За каждую идею, которую экспертный совет примет в реализацию, автор получит 500 рублей. А после реализации может получить от 2 до 300 тысяч рублей. Все будет зависеть от экономического эффекта. Как только предложение поступает в систему, ему присваивают номер. Чтобы узнать стадию своей идеи, можно написать навигатору. У каждого ГОКа он свой. Навигатор фабрики идей по АГОК Рахманова Эвелина. Ее рабочий номер на экране. Также номера телефонов для отслеживания размещены на стендах «Фабрика идей». Анна Брянская, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Переместимся в Нерюнгри. Вот уже более 15 лет в Нерюнгринском центре развития творчества детей и юношества при творческом объединении «Спортландия» работает шахматный клуб. Недавно 2 его воспитанника приехали из Якутска с квалификационного турнира, где защитили новые разряды. Подробности далее.
Сейчас в шахматном клубе занимается около 60 ребят. Популярность шахмат среди юных нерюнгринцев растет. Ведь эта игра развивает усидчивость, внимание, логику, тактику и ум. Клуб работает по 2 программам. Первая, начальная, юный шахматист, рассчитана на 3 года. После ее освоения участнику присваивается 4-й юношеский разряд. И далее можно приступить к освоению более углубленной программы «Мир шахмат». Там идет уже углубленный курс для сильнейших ребят. Он идет на 2 года рассчитан. Но есть такие дети, которые у меня сидят и 8 лет, и 10, и они от меня не уходят, или они делают перерыв какой-то и возвращаются ко мне в 10 и в 11 классе. И даже есть ребята, которые приходят просто поиграть в колледже, уже учатся. Поэтому я никогда никому не отказываю. Даже если его нет в списках, ребенок хочет, пусть приходит и играет в моем шахматном клубе. Некоторые ребята защищают 4-й юношеский разряд гораздо раньше. Его может присвоить сам педагог. Но чтобы повышать его дальше, необходимо участие в квалификационных турнирах. Так, в этот раз 3-й юношеский разряд получил 3-классник Максар Ринчинов. До полной победы в турнире ему не хватило совсем немного. До этого я жил в Бурятии. Я там занимался шахматами 3 года. Этой осенью мы приехали в Нерюнгри, и маму и папу привели меня сюда. Я ожидал лучшего результата, но в предпоследней игре я зевнул нельзя, и поэтому я занял 4-е место, хотя мог занять 1-е место. Еще одна участница турнира, Люба Гавриленко, защитила 3-й спортивный разряд. Там ей надо было обыграть более серьезных противников со 2-м спортивным разрядом. Мы играли 6 партий, и особенно мне запомнилась партия 1 и предпоследняя. У первой партии у противника была довольно интересная тактика, а предпоследняя – красивый дебют. Любе осталось преодолеть 2 ступеньки до кандидата в мастера спорта. А ребятам, которые еще только в начале своего пути, ее успех – это ориентир, на который можно равняться. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Перейдем и к праздничной теме. В этом году Намский район Якутии станет организатором эсэха в Москве. Праздник состоится этим летом в парке Коломенское и будет посвящен сразу 3 юбилейным датам: столетию якутской автономии, вековому юбилею постпредства республики, а также 125-летию со дня рождения Максима Кировича Амосова. Намский район совместно с постпредством республики уже начал подготовительные работы. Эсэх пройдет по всем канонам якутских традиций. На основной сцене будут задействованы творческие коллективы, а также труппа колледжа культуры и искусств Якутска. В культурную программу эсэха войдет ритуально-обрядовая часть, большое театрализованное представление и концерт якутских звезд. На эсэхе также пройдут спортивные состязания по масс-рестлингу и капсагаю, конкурсы запевала Сохая, аланхасутов и хамусистов. Из-за этой пандемии 2 года мы эсэх не проводили. Да, даже у нас в Республике Саха вот такой эсэх не состоялся уже. В этом году мы ждем очень большого ажиотажа, не только ажиотажа, ждем такого импульса, сплочения вокруг данного праздника. Прогноз такой, что давно эсэха не было, поэтому в Москве на эсэха будет очень много народу, порядка 20 тысяч, 25 тысяч, да, ожидаем очень много народу, поэтому идет подготовка с таким же темпом, с таким же размахом мы должны провести вот этот национальный наш праздник. И в завершении в Якутске восстановят дом, где жил и работал великий якутский писатель Дмитрий Кононович Сивцев Суаруна Малон. Исторический полуразрушенный объект собираются возродить в ближайшие годы. Где он находится, в каком состоянии и на какие средства собираются проводить восстановительные работы, расскажет Дмитрий Тымыров. Это отчий дом Айсена Дмитриевича Сивцева, старшего сына великого якутского писателя Суаруна Маллана. Сюда, как он вспоминает сейчас, переехали с семьей, когда он учился еще в 4 классе. Сначала мы жили по улице Петра Алексеева. Тогда она называлась Лагерная 2. Потом переименовали Петра Алексеева 2. Там стоял деревянный дом 2-этажный, сейчас его нет. Это где дом охотника, да, вот в этом районе? Да, вот в этом районе, около 4-го магазина. А потом мы сюда переехали в 53-4 году. Сколько вам лет было? Я учился в 4 классе.
Айсен Дмитриевич, попав внутрь дома, сразу вспомнил свое детство. Ведь тогда о благоустроенных домах и речи не было. Печку сами топили, заготавливали лед. Моя обязанность была затаскивать эту льдину, кидали туда в бочку, я колол, топил дрова, колол дрова, там сарай был. Ну, в общем, такая жизнь была. Чисто деревенская? Ну, не деревенская, а городская тех времен 50-х годов. Как вспоминает Айсен Дмитриевич, в то время его отец Дмитрий Сивцев много работал и писал. У него здесь был отдельный рабочий кабинет, где писатель творил. Отец, конечно, он в те времена работал в редакциях и так далее, по-моему, корреспондентом, в общем, был творческий человек, творческий, писал. Помню, как он сидел у себя, кабинет там был у него, и долго писал. С утра до вечера сидел за столом, работал. Сегодня, конечно, увидеть этот кабинет в том виде, каком он был, уже невозможно. Дом в очень плачевном состоянии, но его собираются восстановить. Сегодня этот исторически важный объект находится под охраной Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мы сейчас охраняем этот дом, содержим его. Ну и вот как раз 18 апреля мы проведем телемарафон для того, чтобы собрать средства и на восстановление этого дома. По нашим планам здесь будет, во-первых, кабинет Дмитрия Иконовича Сорона-Маллона мы здесь сделаем, да, чтобы могли собираться творческие люди, писатели здесь, да, поэты там, да, и как-то вот общаться. Этот дом не считается полностью объектом культурного наследия, но имеет все его признаки. Поэтому волонтеры Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры будут делать все, чтобы в будущем он стал объектом культурного наследия. Мы ставим задачу, чтобы после восстановления этого дома он стал объектом культурного наследия. А для этого мы должны сохранить весь наиболее хороший аутентичный материал, деревянный материал. Это вот принципиально. Должен быть сохранен как можно максимально аутентичный деревянный материал, сохранить конструктивные особенности каждого дома, потому что после нашей работы здесь будет проведена экспертиза. А экспертизу проводит эксперт, который имеет лицензию только от Министерства культуры Российской Федерации. И он должен подтвердить, что действительно этот дом с максимально сохраненной архитектурой и материалом. В будущем восстановленный объект станет не только местом притяжения великих умов Якутии, но и еще одной исторической точкой на карте города Якутска в рамках возрождения проекта «Старый город-2». В целом таких исторически важных сооружений на территории города несколько, часть которых будет перевезена сюда. Дмитрий Тымыров, Семен Афанасьев, Якутск. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.